Ну что ж, друзья мои, это вновь форма свободная. И мы, как всегда, в совершенно свободной, расслабленной форме, в атмосфере любви, дружбы и взаимопонимания беседуем с Александром. Александр занимается аквабайком, этим с виду страшным видом спорта. Но мне кажется, что вот эти... Но он так успешно занимается, да? Чемпион России и чемпион мира. Гонки на аквабайках. Кольцевые. Да. Мне кажется, это гораздо страшнее, чем вот у вас. Потому что там скорости, там... Да, это опаснее, потому что очень много участников. Ну да, там же ты выпал и по тебе. Да. Вот это да, действительно страшно. Вы представляете, он падает. Было у вас такое, конечно, да, что вы на бешеной скорости? Тормозов же нету аквабайка, я прочитала страшную вещь, что даже тормозов нет. Да ты что? Представляете? Тормозов нету аквабайка. То есть он... Горе-то какое! Ну представь, он едет, предположим, да? Я еду, кто-нибудь едет, неважно, да? Падает, бывает такое всякое. И сзади целая толпа тех, кто тебя догоняет. Налетает и давай тебя аквабайком. Просто ужас какой-то, чем люди занимаются вообще, я потрясена. Было такое в вашей жизни, Александр? В моей нету, потому что я занимаюсь именно фристайлом. На всякий случай, да? Я выхожу только один. Вы, зная такой особенности, решили заняться фристайлом один. Да. То, что мне нравится, именно выходишь один, ты отвечаешь сам за себя, и никто тебе не мешает, никто не создает опасные обстановки. В кольцевых гонках, да, такое очень часто бывает, но у них очень строгие правила по безопасности. Это обязательно шлем, обязательно защита. У вас такого нет, то есть можно в перьях выйти там, да? Да. Многие, кстати, надевают какие-то костюмы смешные, хоть обезьяны, хоть еще чего-то, потому что это фристайл, это шоу. Ну да. В общем-то, да, это делать, чтобы народ веселился как-то там. Ну, я представляю, что вы должны обладать какой-то невероятной физической формой, чтобы все вот это делать. Да, это прямая зависимость от физической формы. Там нельзя не пропускать ни спортзал, ни какие-то тренировки. Вы постоянно ходите в спортзал, культуристом вы, Александр, не выглядите на Да. Как странно у вас. У меня специальные тренировки, которые именно не на повышение мышечной массы, батут это как бы для координации. А у меня идет именно выносливость, чтобы я выдерживал какие-то нагрузки и быстро восстанавливался. Ну да, аквабайк уже раз взял, до воды донес, поставил. А потом, дорогие друзья, вы посмотрите, вот рост, посмотрите, сейчас пока не видно вам, нашим слушателям, высокий, но зрители могут себе представить, что Александр достаточно высокий парень. 1,80 м. Сколько? 9. 1,89 м. Волейболист. Но это, наверное, не очень камильфо, да? Рост, сидя стоя на аквабайке, вот еще и прыгать, и все это. Поначалу мешал, сейчас я приспособился и выглядит более зрелищным, когда человек высокий. Да. То есть, когда маленький японец, да? Да. Он такой аккуратненький. Им проще, гораздо все это проще, прям даже иногда с завистью на них смотришь, как они все прыгают. А китайцы еще не влезли туда. Слава богу. Вот это радостная информация. Китайцы еще не влезли. Я много раз видел, что аквабайк, он не только выпрыгивает, он еще и ныряет. Да. До какой глубины он может поднырнуть? Я так подозреваю, что там есть какая-то емкость с кислородом где-то, которая позволяет ему под водой колотить воду. И вот на какую глубину он может уйти? Бывало, что прям в дно втыкаешься, бывает и по 5-6 метров. В дно втыкаешься? На какой глубине вы делаете эти трюки? Желательно не меньше 2 метров, потому что это термоопасно. Понятно. И потом из-под воды торпеды в небо. Нет, из-под воды он не сможет выйти, потому что ему кислород нужен, да. Это немножко опасно для самого мотора, потому что вода может попасть в мотор, и технически он сломается. Я там предполагаю, как там впереди в этом носе там остается кислород, и за счет этого он может какое-то вообще время... считается в фристайле, что трюки, связанные с нырками, это самые простые, они не ценятся. Да. Слушайте, Анастасия Потанина, которую я позволю себе процитировать, в одном из интервью на вопрос о травмах ответила так: у меня тоже есть такие метки, как говорится, нельзя войти в воду, не замочив ног. В каком-то смысле это цена чемпионства. А насколько травматичен этот вид спорта? Как и у вас какие травмы? Травмы достаточно... У нас принято показывать. У нас принято показывать. Татуировки есть у вас? Татуировок нет. Плохо. Травмы показывать. есть. Что ломали? Ломал, слава богу, ничего. Очень травмоопасно. Это связки надрывал на ногах, потому что ноги крепятся именно специальные зажимы, чтобы мотоцикл не отлетал от А ты в одну сторону, ноги в другую. Да, ноги в другую. И 3 раза мне ухо почему-то зашивали. Меня прям преследует, почему-то он меня... Какое именно ухо зашивали? Я хочу посмотреть. Вот это мне тут шрамы, есть правое. Потому что почему-то 3 раза он мне приземлялся именно на ухо. Аквабайк со всего размаха на ухо? Слава богу, не на голову, а на ухо. Да, если на голову. А вообще в вашем бизнесе, в вашем спорте есть какие-то трагические случаи действительно? Нет, слава богу, смертельных именно во фристайле нет и не было. Не припомню такого. Еще такой вопрос. Аквабайк — это водный вид спорта.
там, где вода, ее приходится глотать. Сколько воды вы примерно наглотались, к каким последствиям это все приводит? Сразу могу сказать. А вода в наших водоемах это тот еще компот из хламидий. На себе проверил, в кабане вода нормальная, питьевая. Питьевая? За 5 лет А вы знаете, что такая шутка есть, да? Искупался в кабане, стал светиться в темноте. И вот у нашего гостя тоже глаза сияют, не на шутку. Не было у тебя такого, заходишь к девушке в комнату и новогодняя елка, Александр. Нет. То есть нигде ни разу не было, что сглотнул воду и понеслось. Ну это неизбежно, по-любому глотаешь, ну слава богу. Где самая вкусная вода? Ничего не было. Ну, наверное, все-таки на море, соленая. Солененькая. Да. Ну да, но говорят, что к университете должны вроде бы очистить воду, да, это вообще правда, нет? Это реально. Хлорировать? Реально это сделать, да? Как ты себе это представляешь? Выходят пионеры на берег и вот это что ли? Давайте подсолим воду? Я, знаете, за все лишь бы чисто было. Так что я готова. Наивная казанская девушка, невинная. Нет, а вот вы знаете, я вот очень много наивных вопросов хочу сегодня задать, да? Например, мне также непонятно, этот аквабайк, он, ну хорошо, допустим, ты не сумел выполнить этот трюк, ты падаешь мимо, да, аквабайк еще тут рядом где-то, и потом он что, тонет? Есть несколько или он вариантов. как-то крепится к тому, кто на аквабайке? Начинающие, естественно, у них есть чека своеобразная, когда он с него падает, мотоцикл глохнет. Вот, и он просто остается на плаву. Ты этого не знала, да? Я вообще для меня это темный лес. Да, но люди уже профессионалы, они не могут пристегиваться к мотоциклу, потому что нужно какие-то трюки делать. Верно. Это мешает. Руки поднимать. Да. И самое первое, чему я научился и учу как бы людей, это максимально контролировать до последнего, держать чем угодно, ногой, рукой, даже если ты падаешь, держать аквабайк, хоть чем. Когда ты его держишь, все под контролем, и он тебе не ударит. Как только ты его отпустил, либо ты об него ударишься, либо он об тебя ударит. А это реально держать рукой, ногой, чем угодно? Это 130 килограммов этого аквабайка? Ну, получается. С мощностью сколько? 200, да? Да, 200 лошадей. Там вода 200 лошадей, ну, я ничего не представляю. Для меня вот безопасность как бы требует того, чтобы человек, естественно, не один этим занимался. Чтобы был кто-то рядом на воде, либо на берегу. А вот какими качествами человеческими надо обладать, помимо физических, я имею в виду, да, психологическими, какими качествами надо обладать, чтобы вот сесть туда и вот этим всем заниматься? Упорство. По-моему, это вообще отсутствие чувства самосохранения абсолютное, как во всех экстремальных видах спорта. Никогда не понимала, видимо, никогда не пойму вообще. То, что сказала Айгуль, это можно сказать одним словом: отморозки. Ну, многие меня так называют, но правда? У меня... Поначалу, может быть, было такое. Сейчас я абсолютно рассчитываю все свои прыжки, как бы неохота получать травмы, может быть, уже и возраст такой. Вот, но все равно я все контролирую. Александр, у вас сейчас уже 29 лет мне уже. 29 лет. Зеленый совсем еще, сказал я. Со своей горы высокой. Знаешь, ведь у вас программа... Слушайте, у нас есть вопросы. Да, я сейчас вот быстро, потом... Это набор трюков всяких. Это вот как приходят вот новые элементы? Или это все воруется тупо и все? Вот есть элемент, который вот по аналогии с прыжками, там, перелет Курамшина. Элементы вообще берутся, в основном заимствуются, может быть, из мотофристайла, потому что там развитие раньше это началось, и намного все это дальше ушло. Там вообще все очень страшно, там они на такую высоту. Вот сейчас за счет мощности у нас уже позволяет время полета, потому что уже полет, можно сказать, там 3-4 секунды длится. А высоту насколько это все? Ну, это все тоже 4 метра можно вылететь, да. В зависимости от волны. Если делать искусственную волну с помощью катера, можно вообще долго летать. Вот. Сумасшедшие люди. 292-102-8, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы свои. А вы знаете, вот перед этой программой наш шеф-редактор, которого сегодня Махмуд обозвал уже режиссером, кем только он не был, Анатолий Никитин рассказывал историю, что лет 6-7 назад он приезжал со съемочной группой и на как раз соревнования по вашему виду спорта. Я бы даже уточнил. Наверное. Вот. И славянский мастер фристайла Флоранчик, вот если не ошибаюсь, да? Он, конечно, впечатлил нашего Анатолия Никитина. Вот. А вот следом вышли вы, это было 6-7 лет назад, и никак не впечатлили Анатолия Никитина. Да, это, мол, был... Вы помните такое, да? Да, я помню, это был мой один из самых первых учителей. Да, можешь ли ты сейчас сказать, что сейчас ты стал лучше, чем Флоранчик? Что Флоранчик отстой. Ну, чтобы Анатолий Никитин успокоился и сказал: все, гуд. По уровню я его догнал, это точно. Потому что мы выступаем на мировых соревнованиях. Мы выступаем словаком. На мировых соревнованиях одинаково.
как бы уже зависит больше от Слушайте, а до какого возраста у вас можно выступать? Ну, на моем опыте и 55 лет люди выступают. Ничего себе. А вот один мужчина, он только что вот звонил, он задавал вопрос, сейчас я найду, а со скольки лет вы занимаетесь аквабайком? Ну, мы поняли, что лет с 19, да, примерно, у вас произошло. лет. А можно ли начинать заниматься этим видом спорта с 42 лет, спрашивают? Начинать, это все зависит индивидуально от человека, как он физически сложен, потому что это, ну, реально это очень тяжело. Физически это тяжелый вид спорта, и я считаю, что 42 года это не предел начинать. То есть у вас многие начинают в 42 Да, года, то есть те, в основном, кого вы тренируете? Как бы да, потому что это и финансово люди А женщины, могут. если приходят? То есть финансово могут, все нормально, Да, в 42 начнете. Да-да, вот а если как женщины надо. приходят? А если женщины приходят? Если Женщин Что почему-то- вы с ними делаете, Александр? Почему-то очень мало, потому что, может быть, это и тяжело. Вот, ну, есть в мире, можно сказать, на пальцах можно пересчитать, это человек 10 женского пола, которые этим занимаются. Вот, достаточно на уровне они катаются для женщины. Вот. Ну, как-то у них это все тяжелее идет, потому что все-таки, может быть, и вода холодная, более боязливые они. А когда начинаете сезон в Казани? Вода холодная. Апрель месяц, в принципе, Ну и вы возможно. хотите, чтобы в апреле месяце девушки пошли вот в эту нереально, вернее, Как холодную причем воду? здесь апрель? Вы хотите, чтобы туда вообще девушки Потом, пошли? может быть, они считают, что они, может, некрасиво выглядят, потому что все-таки вода, Ну, я бы не макияж. сказала... Не, ну секундочку. Вот это сальто 360 градусов. Это Нет, это страшно. вполне себе красиво. Просто страшно Ну, очень. я могу сказать, за свою что жизнь. сальто среди девушек делает только Анастасия, Настя только Потанина, Настя. да. С ума сойти. В мире или в России? Ну, можно сказать, в мире, да. В мире? Не, ну это хороший мотиватор, впереди когда... планеты всей. Знаешь, хороший мотиватор, когда твой отец всего добился, а тебе надо доказать, что ты в чем-то можешь Лучше. быть круче. Да. Это сильный мотиватор. У меня такого нет. У К твоей сожалению. дочери будет. То Дочь есть- слушает наши То есть никогда, никогда я не буду, видимо, аквабайком заниматься. Но между тем, Артемий Фофин спрашивает ВКонтакте, чем руководствуются аквабайкеры, выбирая для себя модели аквабайков. Я выбираю между, он пишет, да? Я выбираю между стоячкой Yamaha Super Jet 700 и сидячкой Стоячка. Kawasaki Jet Ski. Пошли. А какой бы вы посоветовали Стоячка, выбрать стоячка. гидроцикл и почему? Ну, Артемий? этот, как бы такой вопрос понятный. Смотря, чем вы хотите заняться. Если вы хотите заняться фристайлом, то однозначно Yamaha. Потому что изначально весь тюнинг для фристайла пошел от Yamaha. Kawasaki это больше уже для кольцевых гонок. Она размером больше, тяжелее. Это мы про мотоцикл сейчас? Да, про Тоже мотоцикл. немножко отключилась, Да. потому что это Артемий уже отвечает. Вот. Это реально мы про мотоцикл сейчас Про разговариваем? мотоцикл, да. Нет, ну все понятно, кстати, да. Вот. Спасибо. Форма свободная, и в программе настал тот момент, когда мы должны узнать у Александра, помогает, это волнует всех мужчин, помогает ли аквабайк знакомству с девушками? Вот. Что скажет Александр на это? Ведь Ну, все девушки мечтают прокатиться на аквабайке. Внимание привлекает это точно. Весь этот спорт, как бы, ну, я уже встретил свою любимую. То есть она нас сейчас слушает, и ты будешь ей вешать вот это все, да? Ты встретил ее когда? На пляже? Нет, это Она была в абсо- бикини, ты делал Нет, кульбиты, это абсолютно, романтическая она история. даже не знала про мое влечение. Как бы я могу с уверенностью сказать, что это не вина любви, может быть, или симпатии. Вот. И, Ну, так часто бывает. да. Да. И мой спорт это как может быть дополнение просто моей личности. А как она относится к тому, что вот это вот ты этим занимаешься? Это ведь Она- чревато? ну, Может ведь не только на ухо упасть вот это? Вот Нет, это. она сама хочет этим заняться и постоянно просит меня, чтобы я ее У вас научил. уже дети есть? У вас Нет уже? еще. Нет еще. Рано ей этим заниматься, я Ну, я такого же мнения. Сначала дети, потом уже, когда будут дети, им будет по 16 лет, они пойдут в школу, тогда уже мама может заниматься чем угодно. Нет, да, Желательно, чтобы она со своей мамой с самолета прыгала. Тем не менее, господа, очень часто можно видеть, да, сейчас в последнее время аквабайки рядом с пляжами. Ты сам как к этому относишься? Лично я, например, стараюсь держаться подальше. Во-первых, это бензин, это все не Было какое-то экологично. громкое А во-вторых, дело, очень когда страшно. парень катером где-то Правда, что-то катером сделал. это было, да, катером. прям рассекли человека чуть ли не Естественно, надвое. Да, Это было дело. очень большая ответственность. Естественно, у нас у всех есть права. Мы знаем технику безопасности. Я только за, что это было бы очень строго. Поведение на воде, это, ну, еще раз повторюсь, это очень опасно. И я никогда не подхожу ближе там 150 метров к пляжу, где много людей, если только это требует какое-то шоу или специальная программа. То есть ты считаешь, что все-таки нельзя выдавать вот так вот всем направо-налево, да, вот это предоставлять возможность взять в аренду водный мотоцикл, сесть, тут же прокатиться, что нужны специальные права? То есть ты за то, чтобы ужесточить? Ну, не то, что нужны, они
должны быть. Не, ну сейчас же любой желающий может взять в аренду и прокатиться. Ну, права должны Заплатил деньги, Не, ну да, я и считаю сел. права, потому что это как тест-драйв. Ты приходишь на тест-драйв, ты показываешь права. Да. Только потом ты садишься за автомобиль. И мне кажется, даже если это прокатные туристические какие-то дела, Вот об этом речь. не как в Египте вот, или в Турции, там, давай, садись. Мне кажется, все-таки ты должен показать, так же, как погружение с аквалангом. Ты приходишь, ты показываешь, лицензия. У меня есть лицензия, да, вот она, международный там какой-то союз, не помню. Вот я могу погружаться, я умею. А тут, ведь Турция и Египет, это еще, как правило, выпившие люди же. Совершенно верно. У нас есть вопрос, давайте послушаем. В смысле, телефонный звонок у нас есть? Да, совершенно верно. Алло, здравствуйте. 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 Зовут вас как? Кто-нибудь понял, как зовут молодого человека? Еще раз скажите, пожалуйста. Денис. Вот Денис. теперь все понятно. Да, Денис, задавайте. Здесь Александр Айгуль Махмуд. Александр, привет тебе большой. Я твой одноклассник, ты, Хасяин, может, меня помнишь? Да, привет, помню. Вот, у меня такой вопрос, просто очень любопытно. А госпошлина за вот эти лошадки? Ой, какой хороший вопрос. Кстати говоря, сейчас ведь к удорожанию это дело идет. Вы Опять? знаете, да. То есть мне вот тут муж на днях сказал, спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Муж сказал, как хорошо, что мы с тобой поедем на спортивных машинах, и до свидания. Потому что там колоссальная пошлина сейчас будет. Вот, Как у вас отвечай это? Денису однокласснику. Да. Госпошлина, да, существует, естественно, но она не облагается именно спортивной техникой. Так же, как и мотофристайл, автогонки, они не облагаются налогами. Вот, а госпошлина достаточно большая, даже если ты в магазине покупаешь ту же самую стандартную Ямаху, там 75 лошадок, и все равно платить приходится каждый год хорошую сумму. Вот. Но меня это не касается, и люди, обычные не спортсмены, они сами разбираются с этой проблемой. А там есть какая-то ОСАГО, каска какая-то, что-то есть? Есть техосмотр, есть налог. Обязательно страхование какое-то? Нет, такого нет. Нету, надо вести. Здесь наши вот упустили. Почему? У мотоциклов уже есть уже, по-моему, обязательно страхование. Да, обязательно. Вам тоже надо вести, пусть страхуются. Я считаю, главное, чтобы были права. Потому что права это да. Безопасность. Ты как-то прошел, ты научился, ты знаешь, чего не нужно делать. Самое главное, научить человека, чего не нужно делать. И я сторонник еще даже того, когда вот он делает неправильно, чтобы его током в этот момент било. Чтобы у нее на уровне рефлекса было этого делать нельзя. Остановите вообще программу. Махмуд, ты уж как всегда. Я приехала из Праги, называется. Так и надо током бьет. В Праге, между прочим. Да кастрировать сразу, почему ты не предлагаешь? Набираешь 13 баллов, и все, лишение прав. Я согласен. Нет, а током-то бить зачем? Я что-то не понимаю. Нет, это забудь уже. Просто вот бальную систему предлагаю. И началось, конечно, есть варианты, что вот будут взятки брать. Не давайте, не нарушайте. Ты как думаешь? На воде тоже можно самое сделать. Ну, конечно. Нарушил на дырке, без пажилета вышел на воду, на 2 дырки теперь. Это ничем без спасательного круга, не на, легче. без черпака вышел, на еще 2 дырки. Подожди, Александр отвечает. Ничем не легче вождение автомобиля. Это должно быть приравнено. Потому что это намного Слушайте, а вот опаснее. с хамским поведением вот таких же байкеров, но, может быть, неопытных людей, да, вот выпивших, да, когда Вот это мы вообще начали говорить, беда, вообще приходилось сталкивать и как-то утихомиривать, я не знаю, там, Приходилось, конечно, но проще... уходить от погони. проще всего просто не идти на конфликт, а просто Бить первым, отойти. как я говорю в таких ситуациях. Бывает и такое, конечно. Бить первым, не идти на конфликт, бить первым просто. Есть какая-то байка вот такая у тебя, вот у нас по времени тут уже... Слушайте, да, кстати говоря, да, Таня Боровская, да, расскажите, пожалуйста, какую-нибудь аквабайку. Вот, Такой аквабайк. прекрасный вопрос. Есть что-то? Какая- Аквабайка. Есть у тебя какая какая-то такая, которая Какая история? потрясет Вот ты сейчас? где-то однажды едешь, значит, и у тебя раз, и костюм полностью сорвало, и ты голый. Ты понимаешь, что идут великие Не, соревнования, а были- ты голый. Были случаи, когда, и плавки слетали. Такое бывало. И Немножко эротики. но это было не на соревнованиях. И Не обошлось без эротики в нашей программе, дорогие Айгуль друзья. сразу в интернете начинает набирать. Так, сорвали плавки. да, без этого никак. Всегда Подожди, бывает. почему без этого никак? Нельзя, что ли, плавки как прицепить так? Скотчем примотать. Или купить такие, знаете, как это- Зинуров рассказывал, у них же какие плавки? Они настолько плотно двойные, прилегают, двойные, что одни сдерешь, а до вторые-то на месте, понимаешь? У Они них же же там целая подготовлены борьба. к этому. Ну, понимаешь, Они подготовлены, я тебе подсказываю. В рекламных целях, чтобы девушки ходили. Привлечение девушек на пляже. Для налаживания коммуникаций с девушками в бикини. Это по-умному вот это. А по-простому, что привлечь девушек на пляж? Хорошо, что дальше? Что впереди?
В прошлом году, да, вы рассказывали о том, что вы хотите победить таки Ивана Потанина, 20-кратного чемпиона. Вы сделали это. Что теперь дальше? Чемпионат России, да, я выиграл его. Вот, следующий мировой уровень, как бы у меня следующее соревнование — это Китай. Сейчас полностью готовлюсь к поездке в Китай. Это будет в конце марта. Китай-то оживился. Ну а что Китай? Вот. Ну, они сами не участвуют, в основном только проводят соревнования. Вот. И, скорее всего, для того, чтобы удачно выступить, мне нужно будет поехать открыть сезон в Краснодаре. Подготовиться, набрать форму, потому что я уже, можно сказать, месяца 4 не выходил на воду. Это очень плохо сказывается на физическую форму. В Казани когда открытие сезона будет? Конец апреля. Но это все зависит от погоды. Ну, судя по нашей погоде, солнышко греет, может быть, и пораньше. Потому что мне нравится это официальное открытие сезона вот этого водного. Оно всегда очень красивое, красочное. Были же вот эти от аквабайка идет шланг, и вот это что-то там на каких-то шлангах. Это, летающий. Да, все клево. Вот летал он над водой. Представляешь, человек с шлангами, терминатор, такой Человек-паук. Над водой. Ну, было весело. Знаете, еще один вопрос. Тут от Лейсан Шигиахметовой поступил. Чем можно напугать профессионального спортсмена? У нее такой вопрос тоже интересно сформулирован. А будущих аквабайкеров в детстве пугает аквабабайками? Значит, все порезвились на тему аквабайка, я смотрю. Вообще, чем действительно можно вас напугать, чтобы вы прекратили заниматься этим? Прекратить? Ну, я вот даже не знаю, чем можно напугать, потому что это уже во мне сидит, и я не представляю ничего. Литр бензина 800 тысяч рублей. Будет вот тогда точно прекратят заниматься. Не знаю, может быть, какой-нибудь... Только если запретят нам по экологии выйти на воду, только так. Ну, только запреты, напугать никак невозможно. Слушайте, человек. Александр, ну вы же так отдались спорту. А как же вот все остальное? Вы же когда-то прекратите этим заниматься. Что вы будете делать после этого, профессиональный спортсмен? Возглавлять Федерацию аквабайкеров Татарстана? Нет, ну тренировать людей, как бы продвигать этот спорт, потому что, мне кажется, еще очень много-много работы предстоит, чтобы популяризовать этот вид спорта. Ну что, совершенно верно, заканчивается время, да? Можно я тогда одно объявление? Дорогие друзья, хочу поздравить зрителей телеканала ITV, поскольку именно с этого дня мы сейчас входим в кабельную сеть Диван ТВ, Дом.ру. Это действительно великое благо, и сейчас ITV вы сможете найти в любой кабельной сети вашего города. Поздравляю всех. Спасибо, это была Айгуль Мирзаянова и Махмуд Аракаев, и Александр Курамшин. Ему тоже большое спасибо. Увидимся на ITV.